Сейчас в финальном матче чемпионства школьной лиги по мини-футболу оспаривают команды Назрановской 8-й и 1-й школы села Яндери. Ребята шли к этому финишу около 5 месяцев, преодолели на своем пути 20 команд почти со всех населенных пунктов республики. Со счетом 2-1 во второй тайм выходит команда Назрановской 8-й школы. Школьники из Яндери активизировались за 2 минуты до финального свистка. Предпринимают несколько отчаянных шагов, но сравнить счет не удается. Победу одержали назрановцы. Последний финал. Команда из Яндери заняла в турнирной таблице школьной лиги 2-е место. Результатом довольны. В прошлом году они стали бронзовыми призерами турнира. Это измысл лозишь дик финал дик чах дянчо ханза может вашти дянчон. Эштем дик лозишь групповой этап пацать еще до чах дянчо финале ишь когда хачер третий матчке хайро. Это уши шола яха тудуа шер халхыр яхваждиш. Да жди да все. В полуфинал сегодня вышли команды Троицкой средней 4-й школы и Центра образования города Магаса. Школьная лига проходит в Ингушетии уже во 2-й раз. В прошлом году в ней приняли участие 16 команд. В этом году их было заявлено 20. Начались первые матчи текущего турнира в ноябре 2020-го. Заявилось 16 команд, в этом году уже их было 20. Но так как мы уже начали чемпионат, было очень много звонков со школ, чтобы допустить их команды. Но это было уже поздно. И планируем их сейчас уже в будущем году. Я думаю, будет около 30 школ задействованы в данном чемпионате. Подписано 4-стороннее соглашение, где одна сторона является Федерация футбола моя и Министерство спорта России, Российский футбольный союз. И наш глава подписал это 4-стороннее соглашение. И по нему именно идет плановая работа. В этом соглашении у нас прописано именно непосредственно развитие детского и юношеского футбола и, в частности, футбол в школе. И в этом году еще планируем запустить студенческий футбол. Ежегодный турнир школьной лиги по мини-футболу организован Федерацией футбола совместно с Минспортом и Министерством образования и науки региона. В ведомстве уверены, проведение таких спортивных мероприятий скажется положительно на образовательном процессе. Учащиеся развивают командный дух мышления. В соревновании выявляются лидеры, усиливается мотивация к успехам. Это все им пригодится в будущем. Она уже проходит во 2-й год у нас. И с каждым разом растет как география, так и количество детей, которые вовлечены вот в это мероприятие. Медали и грамоты для призеров. Кубок для победителей. Так завершился турнир сегодня. Адам Мережков, Джамалил Султыгов. Новости 24.